Добрый день, ребята! Здравствуйте! Я приветствую вас на нашем уроке и желаю вам хорошего настроения и получить хорошие знания. Наш урок мы начнем с деления на группы. Я вам предлагаю взять по одной карточке. Пожалуйста, берите. Ребята, теперь по содержанию карточек вы должны разделиться на две группы. Кому попались сплошные тексты, садятся за первую парту, а у кого предметные картинки и диаграммы, садятся за вторую парту. Пожалуйста, присаживайтесь. Ищите данный материал и выполните следующие задания. Сформулируйте общую тему сплошных и несплошных текстов. Подготовьте краткое сообщение в виде презентации и дайте название своим группам. Вот вам. Так, ребята, задание всем ясно? Всем ясно. Ваша работа будет оцениваться дескрипторами. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. На выполнение работы дается 2 минуты. Ребята, вам все ясно? Да. Если вам ясно, тогда приступаем к работе. Вот здесь вот есть. Вот вам диаграммы. Вот вам картинки. Как закончите работу, поднимаем руки. Сейчас возьми, чтобы вам было удобно, потом презентовать, чтобы было вам удобно. Смотрите, сделайте так, чтобы было вам удобно. Вторая группа уже почти закончила. Готовьте краткое сообщение. Осталась 1 минута. Заканчиваем. Полминуты. Все, много не надо, можно вот так. Так, 2 минуты прошли, ребята. Все, заканчиваем работу. Так, готовы отвечать? Да. Так, первая группа уже закончила работу, готовы отвечать. Вторая группа вы тоже, да? Молодцы, ребята, вы справились, вы успели за 2 минуты выполнить наше первое задание. А сейчас, пожалуйста, продемонстрируйте свою работу. Ребята, внимательно слушайтесь, сейчас мы будем их оценивать. Так, пожалуйста, слушаем вас. Первая группа. Так, как называется ваша тема? Общая тема. Наша общая тема – знаменитости. Мы подготовили сообщение о наших спортсменах, которые не только прославили себя, и нашу республику Казахстан. Бекзат Сатарханов, чемпион летних Олимпийских игр 2000 года. Денис Тен стал бронзовым призером чемпиона мира по фигурному катанию в Шанхае в 2015 году. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Илья Ильин, Казахстан тяжело атлетика, 4-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
олимпийский чемпион по велоспорту в групповой гонке, заслуженный мастер спорта в Республике Казахстан. Геннадий Головкин, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Так, молодцы, ребята. А как вы назвали свою группу? Мы назвали свою группу знаменитости. Почему? Почему вы выбрали такое название? Можно было и чемпионы назвать. А почему знаменитости? Потому что в наших сплошных текстах даны были чемпионы Казахстана. Они не только прославили себя и нашу республику Казахстан. Правильно, ребята. Это чемпионы, которые не только себя прославили, не только сами стали знаменитыми, а еще и прославили нашу республику, да? Так, молодцы. У вас вопросы есть, вторая группа? Нет. Нет вопросов. Пожалуйста, садитесь. У вас, ребята, были картинки и диаграммы, да? Вы должны были подготовить сообщение и сформулировать, определить общую тему. Ну, пожалуйста, рассказывайте. Общая тема наших текстов – виды спорта. В нашей стране развитие такие виды спорта, как бокс, тяжелая атлетика и велоспорт. В Казахстане фигурное катание только-только развивается, а авторалли и регби еще не развиты. Регби – это американский футбол, но играет с овальным мячом. Соперники должны схватить мяч и продержаться до окончания игры. Авторалли – это почти что гонка. Они должны пройти определенные точки, чтобы дойти до финиша. Нашу группу мы назвали спорт, потому что спорт – это жизнь. Так, потому что спорт – это жизнь, и все ваши картинки объединяет одна тема – спорт. Виды спорта, да, ребята? Виды спорта. Молодцы. Вы правильно определили. У нас в Казахстане еще нет таких видов спорта, как регби и авторалли. Молодцы, ребята. Так, у вас есть вопросы? Нет. Нет вопросов. Пожалуйста, садитесь. Оценить нашу работу. Так, возьмите дескрипторы. Пожалуйста. Первая группа знаменитости. Оцените работу второй группы. Вторая группа, Как они справились справились? с заданием. Или как? Они справились с заданием. Они сформулировали общую тему данных текстов, подготовили сообщения в виде презентации и дали лексическую... Нет, они назвали, да? Дали название своим группам. Это лексическая тема, мы сейчас скажем. Так. Значит, как вы их оценили? На сколько баллов? Каждый правильный ответ, ребята, оценится в 1 балл. 3 балла, да? 3 балла. Молодцы. Так, пожалуйста, вторая группа. Спорт. Оцените работу. Первая группа справилась с заданием хорошо. Они сформулировали общую тему, подготовили сообщение в виде презентации и дали название своим группам. Так, и вы работу их как оценили? На 3 балла. 3 балла, да? Ну, садитесь, молодцы. Так, молодцы, ребята, все вы справились с заданием. А сейчас подумайте, как будет называться тема нашего урока? Как вы думаете? Ну-ка догадайтесь. Знаменитости и спорт. Правильно, верно. Сегодня тема нашего урока – знаменитости и спорт. Это наша лексическая тема урока. А сейчас откройте тетрадки, запишите число, классная работа и тему урока знаменитости и спорт. Четвертый экзамен, классная работа. Записали число? Так, записали, да? Ребята, посмотрите на доску. Внимательно прочитайте слова и скажите, что их объединяет. Сейчас мы прочитаем вместе эти слова. Так, кто хочет прочитать? Регби, Регби, пенальти,
ушу. Садись. Амир, ты прочитай. Регби, пенальти, авторали, самбо, дзюдо, татами, сальто, табло и ушу. Так, ну, пожалуйста. Регби, пенальти, авторали, самбо, дзюдо, татами, сальто, табло, ушу. Табло, ушу. Ушу. Так, ребята, скажите, что их объединяет эти слова? Ну-ка подумайте, посмотрите внимательно и скажите, что их объединяет. Так, что да? Их объединяет спорт. Тема объединяет, да? Тема спорта. Вы согласны? Да. Так. А что еще объединяет? Так, я знаю. Ну-ка, работаем все. Все эти слова заимствованные слова. Так, это заимствованные существительные, верно. Так, садитесь. Ну-ка, скажите, ребята, заимствованные существительные, это какие существительные? Ну-ка, Шахизада, скажи нам. Заимствованные слова – это слова, которые пришли из других языков. Это слова, которые перешли к нам из других языков, да? Так, Булат, ну-ка ты скажи. Слова заимствованные. Слова заимствованные – это какие слова? перешли друг с другом. Другого языка, да? Это слова, которые перешли к другому языку, верно, ребята? Это слова иноязычного происхождения, которые пополнили состав, словарный состав русского языка. Верно, ребята? А теперь подумайте, о каких существительных пойдет сегодня речь? О заимствованных существительных, да? Ребята, это же заимствованные существительные, как мы сказали. А сейчас давайте попробуем эти существительные изменить по числам. Попробуйте поставить единственное число и во множественное число. Ну-ка, регби в единственном числе как будет? Регби. Во множественном числе как будет? Регби. Пенальти. Много пенальти. И теперь посмотрите, у нас слова изменились? Нет. Нет, не изменились слова. Правильно, потому что это слова неизменяемые и не склоняемые. Сегодня тема нашего урока, грамматическая тема урока – неизменяемые и несклоняемые существительные. А чтобы подробно о них узнать, мы должны обратиться к нашему помощнику на странице 275. Откройте учебники. Так, читаем правила. Так, правила. Кто хочет прочитать правила? Баужан, читай правила. Нарицательные и собственно существительные иноязычного происхождения с конечными гласными А, О, Е, И, У, Ю, без пальто, по шоссе, У, Кимру, змею, возле вокруг. Так, Булат, прочитайте еще раз. Нарицательные и собственные существительные иноязычного происхождения с конечными гласными А, О, Е, И, У, Ю, без пальто, по шоссе, у кенгуру, в меню возле Баку. Так, ребята, правила мы прочитали. Теперь, пожалуйста, объясните, что вы поняли из этого правила. Так, кто хочет? Ирмет, пожалуйста. Я поняла, что несклоняемые существительные не склоняются по числам и порядку. И они заканчиваются с гласными буквами А, О, Е, И, У, Ю. Неизменяемые существительные не склоняются и не изменяются по числам и родам, да? И на конце имеют какие гласные? А, О, Так, С нарицательными гласными А, О, Е, И, Ю, У. Шахизада, нарицательные и собственные существительные на конце с гласными А, О, Е, И, У, Ю. Верно. Ребята, садитесь. Вы должны выучить это правило и запомнить эти слова, как они пишутся. Следующий задание. Так, ребята, сейчас выполняем следующее задание. Откройте учебники на странице 189, да, упражнение 189, страница 109. Так, прочитайте условия. Гушат, читай.
Прочитайте, к какому типу относятся данные микротексты, какая тема их объединяет, что нового вы узнали. Выпишите несклоненные и неосуществительные. Так, задание ясно? Да. Задание ясно. Сейчас мы сделаем так, ребята. Мы это упражнение разделим на две части. Там есть первая часть и вторая. Первую часть будете вы выполнять группа знаменитости, а вторую часть будете вы выполнять группа спор. Ваша работа будет оцениваться по дескрипту. Сейчас мы будем читать. Ребята, вот дескрипторы, по которым мы будем сейчас оценивать друг друга. На выполнение задания дается 1 минута. Вы сейчас должны прочитать. Так, ты хочешь прочитать? Так, пожалуйста. Так, ребята, послушайте, Амир хочет прочитать. Читайте. Покажу. Птица из семейства попугаев. На голове у нее красный пружинный хохол. Часто содержится в неволе, легко выучивает произносить слова. На свободе живет в Австралии. Про крокодил. Крокодил будем читать. Вторую часть текста. Колибри – птица из отряда длиннокрылых. Вес некоторых не больше 2 грамм. Живут колибри в Центральной и Южной Америке. Некоторые виды обитают высоко в горах. Так, сейчас вот текст вы прочитали. Теперь определите общую тему данных отрывков, да, микротекстов, и выполняйте дальше задание. Там надо еще выписать вам несклоняемые существительные. Так, ребята, вы так, прочитайте, читайте. Кенгуру. Случайные млекопитающие. Животные имеют маленькие пятипалые передние конечности, а четырехпалые задние сильные и большие. Длина тела достигает 2 метров. Передвигается прыжками живот в Австралии. Садись. Пожалуйста. Пони. Мелкие лошади. Рост 80-140 см. Самая мелкая порода пони – шотландская. Разводятся лошадки на Британских и Шотландских островах, в Исландии и Японии. Так, садись. Теперь выполняйте ответьте на следующие вопросы. Так, определите тип микротекста, сформулируйте общую тему. Ясно, да? И выпишите несклоняемые существительные. Так, ты закончишь? Ты закончишь? Подожди. Закончили? Вторая группа. Пожалуйста, знаменитости. Группа знаменитостей. Вы закончили работу, да? Пожалуйста, отвечайте. Кто будет отвечать? Шахизада хочет ответить. Ну, давай, Шахизада. Так, вы внимательно слушайте, сейчас будем оценивать их работу. Тип микротекст, описание. Общая тема нашего микротекста – это птицы. Птицы, да? Ага. А какие несклоняемые существительные вы написали? Какаду и колибри. Какаду и колибри. Все вы сделали? Амин, ты какие слова написал? Какаду и колибри. Какаду и колибри. Тоже, да? Молодцы, верно. Так, пожалуйста, вторая группа. Тип текста – общая тема животных. Так, тип текста. Какой тип текста у вас? Вы сейчас прочитали. Ага. Описание, да? Описание животных же. Значит, тип текста – описание. А общая тема? Животные. А животных было. Правильно. А какие несклоняемые существительные вы написали? Кенгуру, пони. Кенгуру И пони. Так, молодцы. Так, все вы справились с заданием, а сейчас мы друг друга оценим. Так, пожалуйста, первая группа. Оцените работу второй группы. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. И итого у нас должны быть 3 балла, да? Так, вторую группу оценивайте. Вторая группа справились с заданием. Они определяют тип микротекста и сформулировали общую тему текста и определили несклоняемые слова. Так, выписали, определили и выписали несклоняемые слова. Хорошо, садитесь, пожалуйста, вы оцените. Они определили тип микротекста
быстро. Сформулируй общую тему текста. Определяй и выпиши несклоняемые слова. Определили несклоняемые существительные. И, ребята, вы им сколько баллов поставили? 3 балла, потому что каждый вопрос они выполнили правильно, да? А вы, ребята, как вы их оценили? Мы же баллы не сказали. Сколько баллов они набрали за эту работу? 3 балла. 3 балла. Уже у вас 6 баллов и 6 баллов за 2 работы. Так, работаем дальше. Так, ребята, а сейчас немного отвлекитесь. Мы с вами поиграем в литературную игру. Я буду вам называть развернутые определения, а вы мне должны мяч вернуть с одним несклоняемым существительным. Вы готовы? Да. Так, вы готовы. Теплая верхняя одежда. Положим, лови. Пальто. Пальто. Верно? Да. Верно. Большой музыкальный инструмент у вас. Пианино. Верно? Да. Верно. Вид спорта, который начинается с буквы «С». Самбо. Самбо. Верно? Да. Верно, ребята. Так. Жамбу. Подземный вид транспорта. Метро. Верно? Да. Верно. Так, еще что мне сказать. Судья конкурса. Ну-ка, судья конкурса. Это кто? Жюри. Жюри. Верно. Все слова мы сказали? Ансамбль из 3 букв. Пожалуйста. Ансамбль из 3 букв. Трио. Молодцы. Так, вот вы немного отдохнули, а сейчас выполняем следующее задание. Ребята, мы сегодня, наша тема, грамматическая тема, это неизменяемые и несклоняемые существительные, да? Так как мы сегодня говорим о таких существительных, мы должны взять на заметку одно правило. Сейчас внимательно прочитайте, изучите это правило и объясните. Можно я читаю? Так, читаем. Можно? Первое, читай первое. К мужскому роду относятся первое название животных и птиц, например, шимпанзе, какаду, кенгуру и пони. Второе слово кофе, пенальти и другие. Так, к женскому роду относятся. Можно я? Что ты К сказала? женскому роду относится название лиц женского пола. Например, миссис, фрау, леди. Так, Дулат читай. К среднему роду относятся названия неодушевленных предметов. Пальто, пошли, метро. Так, Амир. Число и падеж неизменяемых существительных можно определить по словосочетаниям и предложениям. Так, правильно. Вот это правило вы должны, ребята, запомнить. Скажите, как же можно определить число и падеж неизменяемых существительных? Словосочетание и предложение. Так, каким образом можно? Ну, только что мы с вами прочитали. Так, работаем все. Гульшат, как можно определить? Число. Можно определить словосочетание и предложение. Словосочетаний и предложений, ребята. Оказывается, род можно определить, но мы их определяем, если они стоят в словосочетании и предложении. Так, молодцы, садитесь. Вам правило ясно? Да. Слова вы все запомнили. Да. А сейчас мы выполняем следующее задание. Так, задание номер 3. Ребята, задание номер 3. Вы должны правильно прочитать, соблюдая ударение, указать род существительных и подобрать к ним имена прилагательные. Это задание оценивается вот по таким дискрипторам. Пожалуйста. Выполняем работу в тетрадях. Можете взять по 2 прилагательных. На выполнение работы дается 1 минута.
кофе, эскимо, кенгуру, колибри, шимпанзе, фламинго, ателье. Подберите к ним прилагательные. Можно по два прилагательных. Как закончите, поднимайте руки. Сразу же определите род, напишите сверху, какого рода это существительное. Молодцы, вы уже закончили, да? Так, Амир, Баужан, Шула, уже и вы закончили. Молодцы, ребята. Сейчас слушаем. Задание закончили. Так, все закончили. Ну-ка давайте. Кто начнет? Так, давайте с первой группы. Шула, читаем. Вкусный кофе. Относится к мужскому роду. Вкусный кофе относится к мужскому роду. Почему? Потому что кофе это мужской род. Относится к мужскому роду. Мы же только что читали правила же, да? Там было кофе мужского рода. Горячий кофе относится к мужскому роду. Верно? Верно? Да. Правильно написала, да? Правильно определила, да? Так, садись. Баужан. Великий круг относится к мужской род. Мужской род. Так, длинный кенгуру. Кенгуру какого рода? Мужской род. Почему, Баужан? Потому что это слова, это имя животных. Это животные, название животных. А название животных, они мужского рода, да? Садись. Так, пожалуйста. Еркя. Сладкое эскимо. Средний род, потому что эскимо это неодушевленный предмет. Холодное эскимо. Холодное эскимо тоже к среднему роду относится, потому что это тоже неодушевленный предмет. Неодушевленное существительное. Верно. Була. Большое ателье. Это относится к среднему роду, потому что неодушевленный предмет. Неодушевленный предмет. Дышать. Страшные шимпанзе относится к мужскому роду. Относится к мужскому роду. Почему? Потому что относится к мужскому роду. Ну почему? Потому что это животные, да? Это животные, шимпанзе, животные. Можно я? Так, кто еще не говорил? Решайте задачу. Розовое фламинго относится к мужскому роду, потому что это название птиц. Так, верно, верно. Еще какое слово осталось, так, пожалуйста. Маленький колибри. Угу. Это относится к мужскому роду, потому что название птицы. Угу. Слово колибри относится к мужскому роду. потому что... Потому что название птицы. Молодец, верно, верно, ребята. Молодцы, ребята, вы все справились с заданиями, а сейчас мы оценим наши работы. Оцените работу первой группы. Первая группа справилась с заданием. Они соблюдали правильное ударение и определяли род существительных. Угу. Итого, сколько они баллов ты им поставил? 2 балла, потому что каждый вопрос оценивался в 1 балл. Так, вы согласны? Да. Пожалуйста, первая группа, оцените работу. Вторая группа, они справились с заданием. Они соблюдали правильное ударение и определяли род существительных. Правильно определили род существительных, да? Так. Сколько баллов вы поставили? Тоже 2 балла. Молодцы, ребята. Сегодня вы все справились с заданиями. И я тоже хочу вас похвалить и сказать, что, как я вас оценила, хочу вам сказать. Первая группа, вы сегодня за весь урок, за 3 задания получили... Сколько баллов они получили? 8 баллов. 8 баллов это был максимальный балл. Значит, 8 баллов это оценка 5 в вашей группе. Вторую группу я оценила 8 баллов. Я вам тоже 8 баллов поставила, потому что вы все с заданиями справились.
Молодцы, ребята. Вы тоже получаете сегодня оценку 5, ребята. Так, а сейчас, ребята, запишите домашние задания. Открыли дневники. Запишите домашние задания. Первая группа. Для вас будет задание такое. Написать синквейн на тему знаменитости. У нас свою же тему возьмите. Синквейн на тему знаменитости. Ваша группа, ребята, вы напишите синквейн на тему спорт. Записали домашние задания? Так, ребята, наша группа подходит к концу. Сейчас мы должны подвести итоги нашего урока. Мы сейчас с вами проведем рефлексию, и вы мне дадите обратную связь. Так, ребята, что было? Так, ребята, посмотрите, 5 английских колец, да? Первое. Что было интересно на уроке для вас? Что было интересно? Пожалуйста. Мы разделились две группы, и мы играли электрические игры. Так, тебе было интересно то, что мы Разделились две группы. работали в группах, да? Разделились и работали в группах. И Да. мы играли электрические игры. А тебе понравилась еще лексическая игра, Ага. да? Джамбо, садитесь. Так, еще кому было что интересно? А может быть, неинтересно было на уроке? Нет. Неинтересно. Интересно было, да? Ну, скажите, что было для вас интересно? Амир? Интересно то, что мы разделились на группы. Все команды выходили на доску и играли в литературу. И играть вам понравилось, да? Да. Ну, сегодня, значит, урок для вас был интересный, да? Хорошо. Ребята, а что было важно на уроке сегодня? Что было очень важно для вас? На этом уроке мы вспомнили спортсменов, которых уже нет в наше время. Например, как Денис Тен и Бюзет Сатарханов. Даже если их нет в наше время, мы все равно будем вспоминать. Да, я с тобой согласна, ребята. Сегодня было очень важно вспомнить о наших чемпионах, которых уже нет среди нас, но которые оставили такую память, такую славу, что нашу республику знает весь мир, да, наш Казахстан. Я согласна. А еще что было важно? Мы узнали о несклоняемых существительных. О несклоняемых и неизменяемых существительных. Молодцы, садитесь. Что полезного вы сегодня узнали? Какую полезную информацию вы получили на уроке? Амир? Полезно то, что мы можем сами самостоятельно распределять мужской и женский стегнер, заимствованные слова и заимствованные слова. Хорошо. А что еще полезного вы взяли? Какую полезную информацию? О каких животных, о каких птицах мы сегодня узнали? Интересного. Это же тоже полезная информация. Колибри, шимпанзе, пони и кенгуру. Там, где они обитают, да? Да. Там, где обитают, мы вот это все узнаем. Это полезная информация была для нас, да, ребята? Да, поставим. Так, а что было для вас неожиданным? Что было для вас неожиданным? Ну как что? Нам было неожиданно, что мы не знали, что нас снимают. Снимают на видео. Ну, это было неожиданность. Хорошо, ребята. А что нового мы узнали вам последнее? Расскажите. Что нового узнали? С какими словами мы сегодня познакомились? Бесхудейными и заимствованными словами. И мы узнали, как надо правильно их писать. Да? Так, молодцы. Садитесь. Так, ребята, вот подошел к концу наш урок. Я вас всех благодарю за сегодняшний урок. Желаю вам дальнейших успехов на уроке и говорю вам до свидания.